Закончился второй этап предвыборной гонки. Победу одержал Бадра Гумба, в принципе, как и в первом этапе. И несмотря на весь беспредел, который вчера происходил в Абхазии, Бадра смог удержаться на плаву. А происходило довольно неприятно. Это взрывы, перестрелки, заливание зеленкой бюллетеней и нападение, конечно же, на избирательные пункты Бадры. И если верить источникам и тому, что говорят в народе, весь этот беспредел был подан с руки Арцинба. Арцинба понимал, что он проигрывает, он отстает, и отстает довольно прилично. Для него было важно захватить власть любой ценой, несмотря на то, законно это или незаконно, пострадают люди или не пострадают. А я хочу напомнить, люди пострадали, и пострадали люди от пуль. В связи с этим Российская Федерация возбудила уголовное дело по отношению Арцинба и его команды. Дальше еще интересней. Вокруг Арцинба люди настроены весьма радикально. Это люди, которые поддерживают Арцинба, следуют за ним, верят ему. Но когда эти люди совместно поняли, что они проиграли, победу они отдали, они начали искать виноватых. И вы не поверите, друзья, они нашли этих виноватых. Это, оказывается, армяне. И вот, друзья, мы можем прочитать, что сейчас пишут по этому поводу. Армяне нас унизили, армяне нас растоптали. Этот день нужно занести в календарь как траурный. Дожились, армяне решают. То есть оппозиция во главе с Садгуром сейчас винит во всем армян. Откровенно говоря, это выглядит так. Оппозиция говорит о том, что выборы были несправедливые, в них постоянно кто-то вмешивался. И это были, конечно же, армяне. Кого еще обвинять? А вот на этом моменте, друзья, обернемся назад. На тот момент, когда вся эта гонка только начиналась. Я говорю о том, что российское руководство не встречалось ни с одним из кандидатов, кто баллотировался на пост президента. За исключением Бадры Гумба. Бадра Гумба с Москвой встречался довольно часто. Тестовый рейс, запуск Сухумского аэропорта. Все это принимает Бадра Гумба. Россия выделяет детские школьные автобусы для Абхазии. Все это принимает Бадра Гумба. Россия возобновляет поток электроэнергии. Это, конечно же, все делается через Бадра Гумба. Друзья, ставка была сделана давно. И обвинять в данной ситуации армян – это какое-то лицемерие. И тут получается довольно интересный момент. Все знали, оппозиция, все остальные кандидаты, кто пытался баллотироваться на пост президента, люди, народ знал, что Бадра займет пост президента, потому что Россия его выбрала. Россия приготовила это кресло для него и посадила его туда. И даже если бы все армяне пошли проголосовали за Адгура, в это кресло все равно бы посадили Бадра Гумба, потому что Россия сделала свою ставку. И Россия давала четко понять всеми подарками, что Россия делала, возобновление бюджета и всего остального, что мы выбрали человека. И не надо сюда рыпаться, ребята. Но, естественно, все прекрасно понимают, что оппозиция не сможет пойти и говорить что-то против России в лоб. А виноватых найти надо. Вот они и нашли армян. В свое время Абхазия откололась от Грузии для самостоятельности. И да, Абхазия самостоятельно дошла до того беспредела, который сегодня там процветает. А это подкупы, наркотики, убийства. Вышел из дома, можешь не вернуться. И все это на протяжении 30 лет. Можно прямо говорить, все то, что мы сегодня имеем, все то, что происходит в Абхазии, мы сами к этому пришли. Мы сами выбрали такой путь. Элементарно, если посмотреть на подконтрольную часть Грузии, здесь также живет много народностей. Здесь и греки, и армяне, и турки есть, там русские, и украинцы. И никто никого здесь не щемит, не принижает, виноватых не ищет. Потому что есть закон, работает судебная система. И все в рамках нормы. Ни больше, ни ниже. И поэтому, если искать виноватых, то в первую очередь, я думаю, нам нужно в себе разобраться и посмотреть, какие пути мы выбирали для себя сами, а потом уже искать виноватых.